Макдональдс, Хамсернокласти. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Мои дорогие, опять у меня большой перерыв между съемками. И на этой неделе, да и в принципе постоянно мне пишут мои подписчицы, вы, мои дорогие, которые, как вы мне говорите, что вы меня очень любите, я вам безмерно благодарна за это, конечно, и что вы переживаете, и хотите видеть, и хотите узнавать, что у меня, как у меня. Ну, вчера вчера еще одна подписчица написала, все ли у вас хорошо, как у вас дела, мы очень переживаем, что вас нет долго в эфире. Во-первых, это. Во-вторых, многие, конечно, не могут посмотреть YouTube, у многих он просто не показывает, у нас он тоже не показывает, если не включать VPN. Не знаю, насколько это долго, слышала, что и VPN будут отключать, и YouTube, и Instagram, и все у нас пропадет, и WhatsApp даже. Ну, будет как будет, все в руках Всевышнего. Отключат, значит не судьба. А так, все-таки раз людям хочется меня видеть, надеюсь, буду понемножку снимать, ну, хотя бы короткие видео каждый день. Постараюсь, ну, не каждый день, но хотя бы так. Ну, немножко расскажу вам. Вы знаете, что я не умею коротко что-то говорить и выпускать, но сегодня по-любому надо вам же рассказать, что сейчас у меня генеральная уборка. Сейчас я не знаю, видно? Ну, нет, по-моему, не видно всей посуды. Сейчас я покажу, как только сниму со штатива. Как вы знаете, заказы, да, эта неделя у меня была загружена полуфабрикатами, загружена готовой едой. У меня давно уже нет помощниц, потому что ни Мадина, как родила четвертого уже ребенка, по идее, вообще не может мне помогать. Мне самой приходится, наоборот, ей помогать. Кстати, сейчас у меня уже 3-й день, 3 малыша ее, она сама в Сочи с мужем и с младшим ребенком, но она поехала не отдыхать, а по своей работе в компании Greenway. Так, сейчас мне звонят. Так, не знаю, вроде бы я ничего не заказывала, но какая-то доставка. Посмотрим. Посылка. Водитель уточняет адрес. У нас тут, не знаю у кого как, но у нас в Кантышево, в нашем селе, да и во многих селах Ингушетии, не знаю почему, в одном селе называют одинаковыми названиями 2 улицы. Поэтому очень часто у нас Багаудина Кадзоева, есть еще Тимура Кадзоева, да, хотя, ну, имена, да, но тем не менее, можно было бы назвать одну улицу по-другому. У нас раньше она была Садовая, мне очень нравилась улица, название Садовой, но переименовали в честь этого человека. Если честно, я даже не знаю, чем он знаменит. Но не в этом дело. Просто иногда они путают, и эту улицу стоят, вот я тут, почему вы не выходите, а потом уточняю, что нет, они все-таки на другой улице. Эта проблема часто бывает с нашими таксистами. Тем более, если тот, кто присылает там доставку или что-то, иногда просто пишут Кадзоева без имен. Вот такие дела. Так, немножко расскажу, что, да, вот заказы, ладно, то, что было долго, нет, но вот буквально на последней неделе говорила, что много заказов, и да, вчера у нас были проводы невесты, выходила замуж племянница моего мужа, старшей моей заловки, дочка готовила для нее, вернее, для этой свадьбы готовила. Сегодня уже понедельник, воскресенье, вчера, да, я свадьбу снимала, но еще не посмотрела, не монтировала, может быть, короткий ролик вам выпущу. С озвучкой, скорее всего, потому что опять поехала без микрофона, эти шумы, это все, наверное, но надо будет мне материал просмотреть. У нас жуткая жара, как и, по-моему, по всей России. У меня было 2 небольших свадебных заказа для других, но они были небольшие, так, одной там 3 рулета и 30 киевских котлет, у одной были моя курица по-арабски, опять-таки киевские котлеты и баклажаны, закрученные с творожным сыром и помидоркой. Эти 2 заказа. И вот на свадьбу для моей племянницы нашей. Заказ, ну как заказ? На свадьбу мы с Танзилой решили поделиться. Она готовила половину у себя, я здесь у себя. Но сюда мне еще, если честно, прислали 2 помощниц, даже 3 помощниц. Это была сноха и дочка, и моя младшая заловка.
приезжали, помогали мне с этим заказом, потому что я 2 заказа до 12 часов сделала чужие заказы. После 12 дня мы уже делали на свадьбу. В принципе, готовить заранее тоже бывает не вариант, потому что у меня нет больших холодильников, морозильников аж 3, а холодильников нет. А сейчас приготовить заранее и поставить, вы сами понимаете, 36-37, а на солнце и 40, и 42 градуса тепла у нас. Вот так вот. Ну, мне девочки, конечно, помогли здорово. Мы справились, все вовремя отправили. Потом вчера утром, это было, мы готовили в субботу, а вчера утром я встала часов в 5, по-моему, даже 5 не было. Сделала салаты. Но салаты мы делали не майонезные, сделали просто малосольные огурцы, быстрые малосольные огурцы, которые моментально, буквально через 20 минут их уже можно есть. Заранее приготовить их просто было не вариант. Если бы я их приготовила ночью, они бы были уже не такие хрустящие, не такие вкусные. Да, можно было бы, если целые огурцы замариновать, они бы были, можно было бы заранее. И сделала огурцы по-корейски, тоже утром, потому что часа 2 только им нужно тоже стоять, простаивать. Так, водитель звонит. Да? Не знаю, что за доставка, но водитель никак не может найти наш дом. Короче, вчера вот сделала заказы, поехали на свадьбу. Жара жуткая, конечно, очень было тяжело и гостям, особенно невесте. Свадебный наряд, хоть он и летний, но он все-таки очень, как бы вам сказать, он не такой легкий. Потому что и внутри платья, и снаружи, и сверху одевается тоже халат, он немножко более плотный. Конечно, было очень жарко, мы старались, чтобы немножко хотя бы вентилятором. Кондиционер практически не работал, потому что жара он не выдерживал, двери открыты, все открыто. Но ничего, справились. И девочка вовремя ушла. У них была свадьба там, где она выходит замуж в доме торжеств. Там более, по-моему, мне кажется, в доме торжеств все-таки сейчас мощные кондиционеры, там не так жарко и не так душно. Нашелся? Встретить делать. Да, я не знаю, что, но там доставка. Ну, посмотри, если надо оплатить, оплатим. Вот так вот, короче говоря, все. Вчера часа в 3, в 4 часу мы приехали домой, уже гости разошлись. Помогать там что-то делать было просто не вариант, потому что я жутко уставшая, как сказала, с этими свадебными заказами. У меня были и свадебные заказы вот последние 3 дня, и вся неделя была в основном в полуфабрикатах. Это все-таки тоже нагрузка большая. Особенно я не умею лепить даже пельмени и вареники сидя. Мне нужно делать это все стоя. И нагрузка на ноги огромная. Ноги просто жутко болят. Вот такие вот дела, друзья. Сегодня у меня генеральная уборка. От заказов я на сегодняшний день, наверное, даже на 2 дня постараюсь. Не то, что, ну, на 2, может быть, еще и на 3. Не буду принимать. Это все, кроме полуфабрикатов, будет делать Танзила. Я не буду ничего делать, потому что, ну как ничего, я не буду делать заказы. Мне нужно прибраться, убраться, сделать генеральную уборку и на кухню, и в доме. Везде у меня беспорядок. Потому что когда вы сами понимаете, если даже готовите для своей семьи, и то вовремя не успеваете, видите, как жарко у нас. Вот так вот. Мне, конечно, девочки посуду помыли, но это было все в спешке. Вы тут видите, у меня и тут, я сейчас камеру уберу. Было все сделано в спешке, все нужно опять и перемывать, и перетирать. Все делать уже по ходу генерально. Потом я пока вот, наверное, уберу все на кухне, все вот эти вот мои, сейчас я вам покажу. Ну и вот объем работы сегодняшний мой. Короче говоря, эта посуда помыта. Но в спешке девочки не очень чисто мне ее помыли. Пусть они не обижаются, конечно. Надо будет перемыть. Надо будет все перемыть, перетереть. Это все быстро-быстро, потому что тем более у нас вода шла почти не шла. Она и сейчас такая же, струйка маленькая. Хорошо ей не помыть, и в спешке просто так они мне прибрали. Сейчас буду все перемывать. Все это перемою. То, что грязное, тоже помою. Это вообще не мыто. Эти противни, это все еще помыто, более-менее помыто. Все, мух поналетела, надо и окна мыть, и все, но холодильник полностью надо перебирать, все там убирать, все там мыть, потому что жутко все в этой спешке, в этой неделе у меня вот все кавардак. Ну и это бывает, в принципе, часто.
приходится всегда брать какой-то хотя бы один день и все привести в порядок и на место. Завтра, скорее всего, если ничего такого другого мои планы не изменят, мне нужно будет все тут перекрасить, потому что стены грязные, потолки уже все уже грязное, надо перекрашивать эмульсией, поэтому, наверное, завтра займусь этим. Сейчас я эту всю посуду перемою, уберу, все вынесу, в другую комнату занесу, где у меня всегда рабочие моменты там. Все там оставлю, пока здесь не приберу. Вот так вот, друзья. Ну, наверное, все. Сейчас немножко покажу, что я вот сделала в палисаднике. У меня везде заросло все, обросло все. Так, ну вот, мои дорогие. Забор, как видите, начали делать. Тут нужно переделывать крышу. Вот эту вот крышу переделать, поэтому тормоз. Пока вот такой вот. А кто-то у нас очки обронил солнечные. Так, видите, палисадники у меня в плачевном состоянии, но я, когда это было, по-моему, дня 4 тому назад, утром быстро-быстро сделала там немножечко приборочку, убрала все, что там было ненужное, и потихонечку, как видите, поливаю розочки свои. Вот, розочка расцвела, но потихонечку придет более-менее товарный вид у меня мой палисадник. Но я так, знаете, минут 5-10 забегу, что-то сделаю и убегала. Потому что, долго возиться времени нет. Так, большие сорняки убрала, чтобы было не так жутко. Так, эта розочка тоже зацвела. Так, как видите, тут я уже вроде бы немножко успела... прополола вчера утром рано. Так, малышня моя. Теперь надо будет тут тоже полить. Так, вот моя розочка тоже. Она так пахнет вкусно. Я, правда, сейчас не вижу, что даже снимаю от солнышка. И она как-то, вот видите, у меня как вот вроде бы куст, да, и вот так вот. Так хочется обрезать вот эту вот сверху. С одной стороны, а с другой стороны мне так жалко, не знаю. Как-то он неудачный какой-то куст получается. Так, юбка я вам показывала, отцвела, а это еще не цвела. Это юбка, я не знаю, я вот этот цветонос отсюда отрезала, но теперь пошли какие-то вот такие вот побеги с разных сторон, маленькие-маленькие. И я уже не знаю, надо будет мне залезть в интернет и посмотреть. У меня никогда не было этой юбки. Что с ней делать дальше? Вот так вот очень много, видите? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, аж 8 побегов по периметру, да. И вот с этого, что я обрезала, от него тоже идут побеги. Я не знаю, как их нужно оставлять, не оставлять. Если кто-то знает, что с ней делать дальше, расскажите мне. Так, сегодня, наверное, вечером только уже успею полить это, потому что уже жара начинается жуткая. Так, друзья, конечно, я ничего практически из-за того, что работаю, не успеваю. Мне даже и показывать бывает неудобно, потому что нет такого порядка, как бы я хотела. Вот, покажу вам, наверное, что немножко у меня начали работать на кухне. Эта комната... Я вам ее много раз показывала, сделана у меня под кухню. Комната огромная, 6 на 7. И уже сколько? Лет 10, если не больше. Никак не могу ее довести до ума и сюда перебраться. Вот уже начали, видите, штукатурить. Да, мои мальчики делают сами потихонечку. Это первые наброски. Надеюсь, все-таки понемножку закончат. Мы дня 2-3 поработали, но снова вышли на свою работу. И там надо работать, и здесь надо работать. Вот такие дела. Комната, конечно, огромная. Вот такие вот большие окна. Все тут грязно. Вы не смотрите на это. Вот. И здесь, мне кажется, будет все-таки очень хорошая кухня. Когда мы сюда... Так, телефон. У меня столько тут съемок. Надо будет посмотреть и убрать. Выключился, потому что переполнено все. Я вроде бы снимаю, а монтировать и выпускать не успеваю. Так, значит, когда сюда переберемся,
по воле Всевышнего, я надеюсь, там, где мы сейчас, скорее всего, у меня будет просто рабочее место. Не скорее всего, а давно хочу, чтобы было у меня просто рабочее пространство, чтобы вдруг, если я буду продолжать работать, а еще неизвестно, буду ли я, нет, потому что я очень устаю, но если возьму себе одну помощницу, хотя бы одну, посмотрим, какое-то время посмотрю, если я буду справляться, если помощница будет справляться, если будут нормальные заказы, то там у меня будет рабочий цех, как бы, да, а там посмотрим, не будем загадывать. Это вот такая вот будет кухня, наконец-то, может быть, я сюда перейду. Ну, видите, в общем-то, не очень много чего осталось. Плитка здесь куплена на пол. Что у меня еще? Теплый пол нужно сделать. Стяжка здесь сделана, но надо будет еще теплый пол сделать. Вот такие вот дела. И ванну мне надо еще тоже. Ванна у нас не сделана, вернее, как не сделана, не обита плитка. Надо будет ванной тоже. Ну, просто из-за того, что они не работают, мы не успеваем. Во-первых, работают. Во-вторых, мои дорогие, дело в том, что... Так, сейчас просто выйду. Из-за того, что было очень жарко все время, уже все повысохло. Живности у меня никакой нет. Овец мы продали. Телят давно продали. Корову тоже, как знаете. Даже странно. Живу в селе и ничего у меня нет. Немножко цыплят. И то они у меня что-то заболели. Лечу. Так, и вы знаете, в принципе, наверное, кухню бы давно уже и заштукатурили, но у меня второй сын заболел вирусом. Друзья, это был страшный вирус, я даже не знаю, бывает ли такое. После этого вируса он болел очень, сколько дней, 14, наверное, болел. Осложнение дало на почки, на печень, потом мы лечили и почки, и печень. Сейчас, алхамдулилlah, все хорошо потихонечку, по воле Всевышнего. Пошел на поправку, пролечился, уже и на работу вышел, и начал тут работать, как видите. Вот так вот, видите, когда какая-то стройка идет во дворе, это вообще бывает трэш. А стройка у нас, по-моему, уже очень долговечная. Вот как-то так, друзья. Сейчас я, наверное, этот ролик быстро отдам Ибрагиму на монтаж, и мы его выпустим. Вторым роликом, наверное, выйдет вчерашняя свадьба. Пока как-то так. У меня есть еще немножко съемки. Может быть, что-то, хоть это и давнишнее, но посмотрю, просмотрю и выпущу для вас. Всех благ вам, мои друзья. Мира и благоденствия.